Приветствую, смотрите, подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 18 сентября. Это суббота. Смотрим все знаки зодиака по очереди. Начинаем с овнов. На вот такой вот колоде пасьянс. Так, овны первые. Покажите мне, пожалуйста, события для овнов на 18 сентября. События для овнов. Овны, 18 сентября. Так, смотрим, овны, что там. Так, сейчас, секунду, свеча у меня погасло. Так, я продолжаю писать. Поменяла свечу, почему-то отказалась та свеча гореть. Гости выпадают вам первое событие. Обман. Будьте внимательны, вас могут обмануть в этот день. Слезы. Видите, будет обидно до слез. Когда узнаете, да, что обман произошел. Корона. Какой-то очень серьезный человек, имеющий власть, статус, положение. Так, сундучок не получается из-за обмана. Проверяю периметр. Исполнение желания не получается, зафиксировано. Змея, злые языки. Так что могут быть еще и злые языки у вас в этот день. Завистники, люди, которые что-то на вас говорят. Сплетничают за вашей спиной. Так, здесь нет совпадений. Получается, смотрите, гости у вас будут в этот день. Ну, или вы, может быть, пойдете в гости. Болезнь еще увидела. Болезнь. Ваше не очень хорошее состояние может показывать. Ну, тут и понятно, да, слезы, переживания. И еще как вариант, вы можете планировать, допустим, пойти в этот день в больницу, да, в поликлинику, не знаю, в лабораторию, в какую-то больницу, да, то есть медицинское учреждение. Тогда болезнь просто подтверждает, что вы собираетесь куда-то, да, и тогда власть показывает врача, да, может быть, вам нужно к врачу. У кого-то может так проиграться, у кого-то просто показывает ваше не очень хорошее самочувствие, а это просто вот какой-то важный человек, начальник, да, какой-то госслужащий, ну, кто-то имеющий статус власти, вы к нему будете обращаться, общаться в этот день с этим человеком. Может быть, он обманет, не знаю, да, что-то пообещает и не сделает, как вариант. Тут трудно сказать. Но вот однозначно будет обман, слезы, встреча с важным человеком, завистники, гости и болезнь. Вот такие события у вас выпадают на субботу, на 18 сентября. Благодарю за внимание, овны. Переходим к тельцам. Так, сейчас я поменяю значок и будем с вами смотреть тельцов. События для тельцов. Покажите мне, пожалуйста, события для тельцов на 18 сентября, пятницу. События для тельцов. Что будет происходить в жизни тельцов 18 сентября, в пятницу, в субботу. Сентября, тельцы. Прибыль
сундук. Получение денег. Флаг не получается, потому что зафиксировала уже событие. Карточку я не могу ее больше проворачивать. Верность. Мешок с деньгами. Получаете и, может быть, что-то потратите. Либо два источника дохода, да, то есть получаете с двух мест деньги. Верность – это хорошие отношения со второй половинкой, гармоничные, с партнером, партнершей. Ну, вот интимная связь подтверждает. Ну, у кого есть, да, партнер, партнерша. Так, проверяем периметр. Здесь нет. Нет, строго смотрим, строго горизонтали. Две крайние картинки. Нет совпадений. И строго вертикали крайние картинки. Нет. 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 Совпадений нет. И якорь, да. Есть якорь. Якорь — это что-то получится закончить, доделать, может быть, остановиться. Да, еще в этот день. То есть где-то бросить якорь. Может быть, целый день проведете дома, да, бросили якорь в постели, да, с любимым человеком целый день дома. И приходят деньги, да, к вам, ну, может быть, на карточку, да, получаете какие-то финансы. Ну и траты, да, может быть, что-то заказываете домой, как вариант. Поэтому может и так день пройти у вас. Ну вот однозначно деньги, прибыль, верность, интимная связь и якорь. Остановка, либо, как вариант, можете что-то дома закончить, да, если что-то делали в течение дня, вот в субботу заканчивайте, может, там что-то убирали, ремонтировали, не знаю, что-то готовились к чему-то, поэтому так. Благодарю за внимание, тельцы. Переходим к близнецам. Так, близнецы. Смотрим события для вас. 18 сентября, суббота. 18 сентября, суббота. События для близнецов. Так, сейчас, секундочку. Так, продолжаю писать. Я вижу у вас здесь мгновенную весть. Какая-то новость приходит. Может быть, смс-ка, либо письмо на электронную почту. Какая-то новость. Прямо, скорее всего, с утра. Дорога. Может быть, новость о том, что нужно куда-то ехать, как вариант. Пустой звон – это пустые разговоры, да, вот в машине, да, или в каком-то транспорте, когда мы едем, мы просто болтаем. Успех вижу еще. Успех, результат, достижения какие-то по венку бывают. События в месяце. Что-то, что происходит с вами каждый месяц в этих числах. Да, вот 18-го. Какое-то событие может быть. Так, проверяем.
Проверяю периметр. Письмо. Письмо показывает новость. Новость, известия. Еще иногда показывает документ какой-то, да, например, билет, справка, бумага, да, вот какой-то паспорт, то есть какая-то бумага может быть. Ну, очень похоже, что билет, как вариант. Казенный дом, смотрите, да, выходной, очень может быть у кого-то дорога, это аэропорт, казенный дом это аэропорт, да, вы едете в дорогу с билетом, ну, вокзал, там, автостанция, аэропорт, неважно. То есть место, с которого вы отправляетесь. Так, здесь нет карточки, здесь нет совпадений, нет, нет, нет. Бабочка, да, бабочка есть. Деловые отношения. Может быть, еще с кем-то встреча какая-то. Общение. Ну, не встреча, а может быть общение деловое. Так, хорошо, проверяем, что получилось. Получается новость с утра вы получаете. Дорога может быть. Пустые разговоры. События в месяце. Новость, либо документ, что-то связанное с получением бумаги какой-то. Деловые отношения, казенный дом, это госучреждение в субботу. Может быть, кто-то едет, это может быть ЗАГС, например, свадьба, да, как вариант, дарите конверт с деньгами. Успех, да, то есть день в целом получается у вас успешный, результативный, да, все хорошо, все здорово, все классно. Так что день замечательный, плохих событий вообще нет. Еще и куда-то можете поехать на какое-то, да, либо мероприятие, может быть, на какое-то вас пригласят, как вариант. Ну, кто-то, может быть, просто поездка на отдых. Вот такая информация у меня для вас, близнецы. Куда-то вы поедете в субботу. Благодарю за внимание. Переходим к ракам. Смотрим события для раков. 18 сентября. сентября, суббота. События для раков. Сентября. Какие события ждут раков? У раков будет горячая любовь в субботу. Прекрасные отношения со второй половинкой, если есть. Если нет, то может быть даже встреча, знакомство. Болезнь, что-то связанное с вашим самочувствием или с медучреждением. Может быть, пойдете в субботу, да, поправлять здоровье куда-то. Нерешенное дело есть у вас в субботу. Сейчас пока непонятно, решится или нет. Успех. Успех, результат. Ну, успех, в принципе, может показывать. Но лучше, конечно, если были бы ножницы или ключик. Так, деловая встреча у вас в субботу. С кем-то будете встречаться, решать какие-то вопросы свои. Письмо, это может быть либо документ, либо какая-то новость, бумага, справка, разрешение. В общем, какая-то бумага, может быть, еще будете либо брать, либо получать где-то. Так, ножницы не получаются. Здесь нет, и здесь нет совпадений. Смотрим периметр. По горизонтали нет, по вертикали. Счастье есть. Счастливы, довольны очень в субботу.
Свидание у кого-то может быть. Вот я же говорю, можете познакомиться и пойти прямо в этот день на свидание. Или пары себе, да, устроят какой-нибудь романтический ужин субботний. Так, так, так. Угу. Смотрим, значит, что получается. Горячая любовь, свидание. В личной жизни все прекрасно. Может быть также какая-то встреча, связано с вашими делами, потому что есть нерешенное дело, его нужно решить. Ну, я не вижу, чтобы оно решилось, ну, хотя, в принципе, есть успех, да, может быть, конечно, и получится его решить. Ну, тут 50 на 50. Если бы ножницы выпали, я бы сказала да, а так, ну, как бы 50 на 50. Но однозначно успех в этот день, и вы счастливы, вы довольны. Ну, болезнь, не знаю, если планируете посетить больницу, тогда подтверждает, да, что поедете, пойдете. Если нет, тогда, может быть, как-то что-то будет беспокоить по здоровью в этот день. Может еще так проиграться. Вот такие события у вас. Раки будут 18 сентября в субботу. Благодарю за внимание. Переходим к львам. Львы. События для вас. 18 сентября. 18 сентября, суббота. События для львов. Покажите. Так, львы, смотрим. Обман. Так что будьте осторожны. Вас попытаются обмануть. Иногда проигрывается как обман с вашей стороны, да, то есть вы пытаетесь кого-то обмануть. Может и так быть. Гости. Так, проверяем периметр. Надежда. Надежда. Здесь нет совпадений, нет. Нет, здесь нет карточки, мы не можем проверить. Здесь нет, 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 нет. И нет совпадений. Получается, у вас 3 события выпадает на субботу. Ну, видите, такой спокойный день у вас будет. Обман, да, вот нужно постараться быть очень внимательным к тому, что вам говорят. Вас попытаются обмануть, да, вот тут надо быть начеку. Еще будут гости, да, либо вы пойдете, либо к вам придут. И какая-то надежда. На что-то надеетесь в этот день. Вот такой у вас день спокойный. 18 сентября. Настоящий выходной, да. Благодарю за внимание, львы. Переходим к девам. Девы. События для вас. Семнадцатое сентября. События для дев. Покажите мне, пожалуйста. События для дев. 18 сентября. Суббота.
Колокольчик. Пустые разговоры с кем-то могут быть, с подружкой, другом, мамой. Колебания, сомнения в принятии решения. Можете долго выбирать что-то в этот день. Верность. Хорошие отношения со второй половинкой, с партнером, партнершей. Может быть какая-то деловая встреча. Злые языки, завистники. Так, проверяю периметр. Счастье не получается, зафиксировано, я не могу перевернуть карточку. Здесь нет совпадений. Вертикали нет, 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 нет совпадений, не вижу и не вижу совпадения. Ну, я по периметру не увидела. Получается, у вас пустые приятные разговоры, колебания, сомнения в принятии решения, да, какого-то. Дома все хорошо, гармония, любовь, да, взаимопонимание, то есть вот в личных отношениях все будет супер. Может быть какая-то еще деловая либо рабочая встреча, да, может какие-то вопросы будете решать. И злые языки, завистники в этот день, да, кто-то может за спиной что-то шипеть, говорить, да, какие-то вот подружки, соседи, то есть, ну, не знаю, как вариант коллеги, если у вас, если вы работаете в субботу, может еще так проиграться. Кто-то будет, да, завидовать вам. Поэтому вот такие у меня для вас события на субботу. Благодарю за внимание. Мы переходим к весам. Следующие 6 знаков зодиака от весов к рыбкам будут в другом видео, во второй части. Ссылочку вы можете найти под этим видео в описании. Благодарю за внимание.